Санкционированную? Так, где лестница? Рядом с вами или... Можем начинать или... Да. Ну, давайте сразу. Доброе утро всем. Знаю, что проблема такая, что для всех может быть она добрая сегодня, но все равно давайте все на позитив. Все-таки канун Нового года. И сразу хочу, чтобы мы договорились, я один, вас много. Поэтому давайте говорить друг друга, слушать. Это моя просьба будет. И сегодня, мы вчера провели совещание по этому вопросу, вчера и говорили с налоговой, я просто сообщу общую информацию, которая есть на сегодня, проблемы я знаю. Мы с вами встречались, если, наверное, помню, почти год назад, наверное, мы встречались, когда как раз 20 декабря, по-моему, 2017 года было судом Катарова аннулировано первое решение, потом в мае этого года уже Апеллпалата аннулировал закон о предпринимательском патенте. Скажу сразу, что благодаря нашей работе с налоговой, с Минфином, мы эту ситуацию держали именно так, чтобы никто из вас не пострадал. Это в первую очередь. Потому что были очень достаточно жесткие заявления и на центральном уровне, в рамках Минфина, налоговой и так далее. Но на данном этапе ситуация под контролем. На данном этапе никто не будет осуществлять никакого прессинга, пока ситуация полностью не разъяснится. Теперь касательно уже окончательного решения. В декабре этого года, до 5 декабря, Высшая судебная палата полностью оставила в силе решение Апеллпалаты по закону о патенте, о предпринимательском патенте. Это касается нашего закона. Мы получили уведомление на этой неделе со стороны госканцелярии, территориального офиса госканцелярии здесь в Хамрате о том, что этот закон уже не действует. Теперь какие наши действия? Во-первых, мы попросили вчера разъяснение от главной налоговой службы. И по сегодняшний день мы ждем конкретных их разъяснений по этой ситуации, как действовать дальше. Но сразу объясняем, как в случае с фиксированным налогом. На первом же заседании исполнительного комитета в следующем году мы примем закон, еще один закон, то есть о предпринимательском патенте, так как он был в той редакции, которая действовала, по которому вы работаете. Мы представим этот закон в Народное собрание и, соответственно, уже будем защищать ваши права. Это не наше решение, это не решение исполнительного комитета Народного собрания об аннулировании этого закона о предпринимательском патенте, тем более этот закон действует на территории Грузии, вы знаете сами сколько. Достаточно давно. Поэтому это будут наши действия, но с другой стороны мы совместно с налоговой будем работать и будем с вами общаться. Поэтому у нас будет создана горячая линия, где вы можете, куда вы можете звонить. Это Главное управление экономического развития. Сейчас Александр Иванович Алексеев вам даст номер телефона, куда вы можете звонить. В случае, если на кто-то из контролирующих органов будет осуществлять определенное давление, когда уже закон будет принят о предпринимательском патенте, новый закон, мы говорим о новом законе, то мы должны будем реагировать уже в рамках закона и, соответственно, работать с теми органами, которые будут осуществлять эти проекты. На данном этапе, по той информации, которую мы получили пока на устном, никакого давления, никаких контролей и в отношении вас не будет осуществляться. По крайней мере, мы будем контролировать и защищать ваши права. Это касается сегодняшней ситуации. Как она будет развиваться дальше, будем вас информировать. Буду я лично информировать, Александр Иванович, начальник Главного управления экономического развития, который непосредственно будет отвечать за этот вопрос. И, соответственно, уже думаю, что
Сразу в январе при первом же заседании исполнительного комитета мы закон примем. Думаю, что сразу же Народное собрание должно проголосовать этот закон и будем защищать этот закон. Странно получается одна ситуация, когда мы говорим о полномочиях, говорим о статусе Гагаузии и так далее, мы никак не можем убедить правительство Республики Молдова, что предпринимательский патент это не элемент ухода от налогообложения, это элемент развития малого и среднего бизнеса, особенно тех людей, которые уже давно работают и торгуют с прилавков, с лотков, и имеют свою продукцию, либо торгуют той продукцией, которую они закупают для дальнейшей перепродажи. Ситуация очень, скажем так, тонкая. Мы на грани, скажем, такого юридического, могу сказать, коллапса, когда наши законы, в принципе, не исполняются. И суд, общие суды, апелл-палата и Высшая судебная палата, к сожалению, не наши законы не делают. Это ситуация, которая складывается в последнее время. Вот общая информация, которую я могу вам сказать, официально заявить о том, что мы подготовим новый закон о предпринимательском патенте, он будет обсужден исполкомом, утвержден проект закона и далее передан Народному собранию. Надеюсь, Народное собрание нас поддержит, и все вместе мы пойдем, будем защищать и правительство, и парламент уже в новом наши полномочия, наш закон. Это вот официальное заявление исполнительного комитета. Если у вас есть конкретные вопросы, есть конкретные случаи, когда кто-то из налоговых, кто-то из, я не знаю, других контролирующих органов каким-то образом осуществляет давление, либо излишне применяет, скажем, административные какие-то действия, то в обязательном порядке мы вас попросим об этом сообщать нам, что мы сейчас в рамках переговоров, в рамках каких-то, скажем, неформальных даже взаимоотношений, или даже формальных, потому что мы обязательно напишем письмо в налоговую инспекцию, налоговую службу, о том, что они прекратили вот эти действия, пока на этот период, пока мы разбираемся с этой ситуацией. Это вот о чем я хочу вам сообщить. Говорите громче, чтобы сюда тоже было слышно. Ну, я не могу, если можете здесь место, можете здесь есть места, коллеги, не стойте, просто проходите и будет слышно все. Если у вас есть вопросы, готовы выслушать, и давайте друг друга на каждый вопрос постараемся дать ответ. Да, хорошо. Дело в том, что Новый год. Мы все ждем праздника. Но сейчас у нас так получается, что мы не праздника ждем, что вот правительство какое-то создаст закон такой, что против нас. Такое впечатление создается, что правительство ненавидит нас. Вот, ну так вот получается, что против народа все эти законы. Ладно, мы вот это вот все, то, что вы сейчас разъяснили, это мы поняли. Насчет соцфонда, народ хочет понять. Говорят, что с 1 января уже начнем платить соцфонд. И кассовый аппарат. Очень огромная сумма. Давайте, знаешь, что есть и пресса, в принципе, мы здесь открыты и общаемся открыто. Мы, конкретно исполнительный комитет, я говорю сейчас от имени исполнительного комитета, мы не можем повлиять на решение правительства либо решение парламента. Это независимые органы, они никак не связаны с Гагаузией. Это национальные органы, национальный институт, тем более у нас есть принцип разделения власти. Парламент не вмешивается в деятельность правительства, соответственно, правительство исполняет те законы, которые утверждает парламент. Нам с вами нужно будет подумать, и вы сами должны будете подумать, как в этой ситуации действовать для вас самих, потому что вопрос с полисом носит не только обязательный характер, сколько добровольный для вас. Потому что в любом случае вы не всю жизнь будете торговать на рынке. Вам нужно будет получать какую-то пенсию. То есть это делается больше всего для вас, для того, чтобы вы, когда вы будете выходить на пенсию, вы достигнете пенсионного возраста, будете получать достойную пенсию. Если вы этого не хотите, конечно, это совсем другая ситуация. Мы это не хотим, потому что... Давайте друг друга слушать. Сегодня все покупают и платят социальные взносы, потому что у нас есть система обязательного
социального страхования. И все, знаете, вот эта солидарность есть, и она написана в Конституции. Я ее придумал, и все должны каким-то образом взносами, обязательно взносами социального страхования этот пенсионный фонд пополнять. Потому что за счет этого пенсионного фонда наши и ваши отцы, деды, матери получают пенсии. Да, понимаете, все прекрасно это. Мы же не против своих же родителей, чтобы они... Да, мы не против, но... Ну там такая огромная Давайте я объясню сумма. насчет этого. Далее, в 2016 году вы все прекрасно понимаете, что была принята, скажем, облегченная форма ведения торговой, скажем, бизнес-деятельности в этой сфере. Вы все прекрасно знаете. Я не знаю, если вы посещали какие-то курсы, либо были в налоговой, вам объясняли о том, что вы имеете право на так называемую независимую предпринимательскую деятельность юридического лица. Вам это объясняли, что есть такое дело? Что 1% вы можете платить, вправе платить 1% в год от вашего оборота. Это всего 1% от вашего оборота, ну не менее там сколько, 3000 лей или да, не менее 3000 лей. Это заменяет вам патент, если вам это говорили. При этом одно условие вы сказали насчет кассового аппарата. Вот давайте мы сейчас вместе вот здесь согласуем один очень важный элемент. Мы готовы рассмотреть вопрос о компенсации определенных расходов по покупке этого кассового аппарата. Если это касается давайте мы все живем в стране, где все должны платить налоги. Так? Потому что за счет этих налогов, так а если есть кассовый аппарат, тогда что, нужно вести бухгалтерию, получается? Там каждый Кассовый аппарат для чего? Для фикции или как? Кассовый аппарат для того, чтобы был нормальный учет. Ну почему так нужно вести тогда такое? Надо бухгалтера нанимать. Я вам говорю альтернативные. А кто это будет вести? Бухгалтер? Бухгалтер нанимать. Она это не очень. У меня всего прибыль 4000 в месяц, грубо говоря. Какой бухгалтер, какой кассовый аппарат? Это надо подойти как-то более индивидуально, а не так огульно. Всех посадить на кассовый аппарат, так не делается, наверное. А потом вы попросите товарную транспортную накладную еще. У нас таких Если вещей мы нет. договорились, давайте я готов выслушать. Давайте Ну давайте по так одному. разъясните, для чего кассовый аппарат. Дальше что будем делать с ним? Дальше как с ним работать? Это как вести приход, расход и показывать вам доход? Еще раз говорю о том, что наша позиция принять новый закон о предпринимательском патенте. Ваше решение работать по предпринимательскому патенту, либо работать по альтернативному методу, который сегодня предусмотрен законом Республики Молдова налоговым кодексом. Ну, в Республике Молдова Я вам сказал о том, какие возможности есть сегодня. Никто вам эти возможности не запрещает, что вы им пользуетесь. Я сегодня не пришел сюда вам сказать, что все закончилось, сегодня никаких предпринимательских патентов и так далее. Я сегодня пришел, конкретно сказал, какое решение примете исполком. Не мы аннулировали данный закон, и не мы ходатайствовали по аннулированию данного закона. Если у вас есть вопросы по кассовому аппарату, по аннулированию этого закона, у вас есть, пожалуйста, адрес госканцелярия, территориальный офис. Есть там конкретный человек, который написал конкретное заявление об аннулировании, ходатайствовал в суд, чтобы этот закон был аннулирован. Давайте я вам говорю, что сегодня такая ситуация. Ну, я ответил на вопрос о том, что мы сегодня предпринимаем и что мы предлагаем вам. Сегодня закон предлагает два варианта. Предпринимательский патент, который продлен до 2019 года, это национальный закон. Вот так по Молдове, что он не отменен. Потому что в Молдове он действует, мы будем делать то, чтобы он действовал у нас тоже. Да, Я очень прекрасно понимаю, давайте выслушаем меня. Граждане Молдовы, значит, договор у нас, потому что мы договор у нас, а значит, то, что он молдаванин, их это не считает, их обливает, не касается. Уважаемые коллеги, давайте я вам скажу одну вещь. Я вам сказал одну простую идею, которая сегодня есть в исполкоме. Одна, нету другой. Мы примем еще один закон о предпринимательском патенте. Я, наверное, ясно выразился. Так? Теперь я говорю о том, что сегодня действует закон Республики Молдова.
Есть такая возможность. Если вы не желаете, вы хотите работать по предпринимательскому патенту, значит будете работать по этому патенту. И мы новый закон примем. Вот об этом я говорю. Я начал вам объяснять, какая есть возможность. Я вижу, что этой возможностью вы не хотите воспользоваться. Значит, вам нужно будет это проанализировать. Если надо будет со всеми, будем говорить. Вы должны сами для себя решать, как действовать дальше. То, что мы сделаем, официально заявляю, что будет новый проект закона о предпринимательском патенте. Если Молдове дали возможность всем обладателям патента работать еще 1 год до конца 2019 года, почему вы не должны работать такие же условия? Вот именно. Вот это будет наша официальная позиция. И в рамках переговоров с налоговой, в рамках утверждения нового закона. Вот это наша официальная позиция. Теперь вы работаете, так и работаете. Мы будем контролировать, чтобы не было этого давления. Это мы уже берем на себя ответственность и будем говорить с главной налоговой службой. Это уже наш вопрос, как будем все работать. Хотя не мы только должны это делать. Есть народное собрание, есть парламент, есть правительство и так далее. Вот вы все говорите сейчас здесь про полномочия и так далее. Не я один Чебан должен защищать эти полномочия. Согласны? И экономика региона не состоит только из Вадима Чебана и Александра Кисеева. Это все мы вместе. Так? Вот тогда вот так и должны работать все вместе. А если мы будем, каждый будет свою политику делать, то это совсем ничего, никуда мы не придем. И вы будете иметь очень большие проблемы. Для того, чтобы этих проблем не было, давайте действовать в рамках законного поля. Если дали возможность Республике Молдова до 2019 года работать, такую же возможность мы будем добиваться для вас. Вот о чем я говорю. Теперь Александр Иванович, я попрошу, чтобы один телефон был, скажите телефон коллегам, чтобы на какой телефон они звонили, если будут вопросы. Да. 0298 223 97. Телефон главного управления. 97? 223 97. На этот телефон. Еще раз скажите, что все. 0298 223 97. Записали? Нет, сейчас. Кого спрашивают? Да, давайте теперь вопросы. Понятна наша позиция? Значит, вместе будем защищать. Мне хочется, чтобы и кроме этого вопроса о патенте, нас самый больше очень волнует вопрос о растаможке товара. Мы не пришли сюда ругаться, мы пришли за конструктивным диалогом. Почему растаможка товара такая по размеру очень большая? Ну, невозможно ее, этот закон так написан, что его невозможно соблюдать. Почему в законе написано, что, допустим, какой-то рядом товар составляет 20%, 15%, а когда начинаем оформлять эту растаможку, эти 20% превращаются почти в 80%. Почему? 20% по закону. К этим 20% добавляют еще НДС, тоже в размере 20%. То есть эти 20 уже плюс 20 получается 40. Еще там есть маленькая хитрость. Там на эти 40% еще 4%, как бы налог на налог. Получается 44. И не по той цене, которой мы ее приобрели, а по той цене, которой она действует в Молдове. То есть продадим, не продадим, мы обязаны платить 88%. Получается, что на каждые $100 вложенных мы оставляем на таможне 88. Это максимум. Бывает и ниже. Если это по закону, допустим, 15%, там получается ниже. Скажите, пожалуйста, можно ли соблюдать этот закон, работать честно, не дрожать с этим товаром по дорогам? Контрабанды, нас называют контрабандистами и так далее. Многие пострадали, многие поплатились жизнью, как Леня Руденко. Поэтому я считаю, что, я помню, было собрание в лицее, и был это министр финансов. Он обещал тогда, что
не будет не более 37%. Мы тогда не стали поднимать, мы ждали, что этот вопрос решится и все будет нормально. Понимаете? Дело в том, что все-таки экономика держится, нет производства в Молдове. Абсолютно ничего, если взять по промышленности, по текстилю. Да не только по текстилю. Вот. Мы решаем как бы этот вопрос на уровне государства. И почему такие палки в колесах ставят? Мы не можем соблюдать эти законы. И мы автоматически превращаемся в контрабандистов. Мы понимаем, что любое государство живет за счет налогов. Но эти налоги должны быть соблюдаемы. Мы не можем. Это самый большой козырь, так сказать, который мы не можем. Мы спотыкаемся, мы опять падаем, поднимаемся, так сказать, и не имея средств. Так сказать. Я вот пенсионер, мне 70 лет. Тем не менее я стою на базаре, потому что пенсия не позволяет жить нормально, жить как нормальному человеку. Вот это самый большой Знаете, и по кассовому аппарату. Если даже это самое, даже 2 квадратных метра тоже нужен будет кассовый аппарат. Правильно. Да, подключать куда? Кому? 2 квадратных метра. Мы работали там 2 метра 80 на 2. Вот сколько это? Начну со второго. Насчет кассового аппарата. Кассового аппарата. Однозначно не должен быть подход для всех одинаковый. Если есть торговые площади, которые, в принципе, 50 квадратных метров, если от 10, 20 и так далее, то я думаю, что здесь у нас такая ситуация была с фиксированным налогом. То есть те обладатели, которые работали по фиксированному налогу, и большинство из них они переходят постепенно на кассовый аппарат. Это небольшая такая проблема, как вы говорите. Это больше связано с учетом и учетом с оборотом. Но к этому мы придем. Давайте не сейчас. Давайте мы на следующий год соберемся спокойно и возьмем доску, мел и будем рисовать, чертить, считать и конкретно показывать, как на примерах, сколько вы будете платить, сколько будете зарабатывать. Давайте вот таким образом. Потому что сейчас делать на этом или политику, или просто эмоционально высказываться все мы можем. Но я согласен, что не должен быть по кассовому аппарату одинаковый подход. Давайте. Я понял, я вас понял по этому вопросу, с вами согласен, лично с вами согласен. По таможенной стоимости. Помните, я не знаю, если мы с вами встречались тоже здесь, в этом зале, встречались, говорили по этому вопросу. Значит, два письма от нас ушло в таможенную услугу. Мы не раз встречались с руководителями и по югу, и по центральной, с господином Враби, с Бортнерем, его замами и так далее. Значит, есть эта проблема. Эта проблема есть. Есть проблема с индикативными ценами. Есть проблема с инвойсами, потому что вы тот инвойс, который приносят, они принимают, берут индикативную цену. И у нас такая ситуация не только с нами. У нас такая ситуация со всеми текстильщиками. И могу даже далеко не ходить, это такая проблема совсем на текстиль и с другими нашими текстильными предприятиями. Когда они привозят сырье, допустим, либо с Китая, либо с Турции, и на $1 там условно килограмм стоит, они ставят $10 индикативную цену, из $10 должны платить все пошлины. Вот это выходит эти 88%. Стандартно, если у вас инвойс есть, это подтверждено, это если из Европы, из Турции и так далее, то это 10%, максимум 10-15% можно пошлина плюс НДС. А то никто не выдержит. 30-35% вы все равно на границе должны оставлять. Я поэтому говорю, что сегодня, если мы являемся членами ВТО, там четко написано, какие проценты тарифные пошлины. Просто право утверждать эти индикативные цены по инвойсу завышать дано законом таможенной службы. Не мной, а законом. И таможенная служба в некоторых случаях, да, могу предположить, что есть определенные там злоупотребления. Может быть. Но нам заверили, что это с 2019 года они внесли определенные изменения сейчас в таможенный кодекс, налоговый кодекс, таможенный кодекс и закон о таможенном тарифе. Там четко определили, вот, как определяется. Там 6 метров определения таможенной стоимости. И они занижены? Нет, они не занижены. Просто право по индикативным ценам утверждается. Есть номенклатура товара, которую мы импортируем. В каждой номенклатуре есть определенные, скажем, чувствительные группы товаров,
которые раньше привозили, просто демпинговали. Демпинговали для того, чтобы им заплатить таможенную пошлину, либо, скажем, быть более конкурентоспособным на нашем рынке. Сейчас вот это они убирают постепенно. И вот эта ситуация, которую вы сказали, что должны быть не таможенные налоги НДС, а должны быть прямые налоги. Ситуация меняется. Сейчас больше уже прямых налогов, именно за счет налога на прибыль, подоходный налог и так далее, чем таможенные пошлины и НДС. Эта ситуация будет меняться. Я записал этот вопрос еще раз, посмотрю, какие изменения. И вы доставьте ваши контакты, и мы вас проинформируем, какая ситуация по таможенной стоимости по всем категориям товаров, то, что вы импортируете. В основном, я так понимаю, это текстиль, так? Промышленные товары и текстиль. В основном вы импортируете? Турция, Китай или Украина? Украина, Турция, там иногда. Понятно. Ну давайте так. Мы тоже об этом говорили. Если вы декларируете одно, в Бишкаково совсем другое, здесь, извините, вам никто не поможет. Ни я, никто. Это исключено. Это уголовное дело, так что вы будьте осторожны с этим, сразу говорю. Если вас поймают, то это Что мы вопрос. хотим честно работать. Так, если говорим о честности, тогда мы тоже будем говорить о честности именно по таможенной стоимости. Будем еще раз возьмем ту информацию, потому что по моей информации есть последние изменения в этой таможенной кодексе и в закон таможенной тарифе. Эта ситуация поднималась на уровне правительства, и даже министр сами поднимали этот вопрос, когда говорили с таможенной службой. Ну, вы понимаете, если Я этот понимаю. закон нереальный, к чему он приводит? Вот эта цепочка от А до Я. Вы это Закрывать и понимаете? уезжать Вот за там Европу. специально Давайте так, я тоже Короче, когда-то занимался импортом товаров. Я Закрывать прекрасно и знаю, уезжать в Европу. как работает таможня. Прекрасно знаю. Я одну декларацию заполнял, как все это формируется. И когда завершается инвойс, у тебя там денежных средств запланировано столько-то, а там, когда завершается этот инвойс, там нужно забрать еще больше. Потом иди и продай этот товар. Прекрасно понимаю, что, о чем вы говорите. Я не с небес спустился, знаю, что это такое. Вот вы дадите ваш контакт, с вами и с коллегами всех проинформируем, по крайней мере, мы это письмо напишем или пригласим таможенную. У нас есть хороший контакт с господином Ботнером, господином Гаяном. Это, знаете, да? Это таможенная служба управления. С ним будем говорить и с Камратом тоже. Еще вопросы? Пожалуйста, защитите вот этот простой Не, народ. ну я так Вы понимаю, посмотрите, как мы одеты. Я вижу. Вы посмотрите, как мы одеты все. Мы настоящие бомжи. Мы не говорим. Нет, я вам просто говорю. На ваших плечах семьи ваши. Зачем? Потому что вот человек идет на работу, мы пока оденемся дома, мы все потные выходим. Потому что мы одеваемся, мы выходим на улицу, мы стоим на улице. Пожалуйста, я вас очень прошу, защитите вот этих простых людей. Оставьте нас. Мы ничего не просим от вас. Мы просто хотим, чтобы люди работали так, как они работают. Потому что сегодня ситуация очень тяжелая. Очень. И весь народ, который идет сегодня на рынок, он идет защищать своих родных, своих мам, которые стоят дома, своих детей, которые уезжают, где-то работают в Турции, в Москве, где-то еще. Вы понимаете? Вот народ просто работает для того, чтобы существовать сегодня и не требовать от вас что-нибудь. Понимаете? И человек идет сегодня на работу для того, чтобы работать, а не просто так, для красоты и что-то делать. Поэтому мы хотим, мы когда куда-то идем оплачивать что-то, мы заходим куда-то в теплое помещение, и наши вот эти красивые лица становятся как помидор. И нам стыдно, нам спрашивают, а вам, женщина, не плохо? Я говорю, нет, нам не плохо, мы полдня стоим в холоде, в морозе, мы вот это требуем от вас. Вот то, что здесь сейчас говорят, просто мы для чего пришли? Для того, чтобы мы тоже стояли вот такими носками, одеваемся потеплее и выходим на улицу для того, чтобы стоять и кормить наши семьи. Все, от вас больше ничего не требуется. Просто защитить народ и дать те же условия, которые человек сегодня работает и торгует, то же самое, чтобы этот человек также продолжал свою деятельность, свою работу, и чтобы он работал. Потому что уже тут там много чего говорят, люди сегодня должны идти на свои места и работать. Поэтому я хочу, девочки, вот это вот мы хотели, мы поэтому пришли. Я уже сидела, я уже не выдержу, я стала и хочу сказать. Просто-напросто оставьте людей в покое, и пусть эти люди работают так, как им удобно, а не так, которые сидят в налоговой, ждут, здесь ждете, где-то еще ждут.
Потому что мы своим трудом, своим плечом, мы поднимаем тяжелый груз и работаем, и сегодня зарабатываем, сегодня себе и платим, и люди, я не думаю, что каждый сегодня стоит и не оплачивает ничего. Каждый платит, все на зарплате, а у вас никакой зарплаты. Никакой зарплаты. А вы хотите еще еще один момент. Я точно вас не перехвачу. Еще один момент. Я понимаю, я вас выслушиваю, просто один момент хочу просто поставить точку над «и» и понимать. Еще раз, когда вы обращаетесь, оставьте нас в покое, да мы вас даже не трогали. Мы вас защищаем, будем защищать. Еще раз говорю, что я же сказал вначале. Повторюсь еще раз. В начале января примем новый закон в 2015 году. Такая ситуация по фиксированию, как по фиксированию налога. Ничего не добавляется. Потому что законы добавляются. Мы говорим зеркально то, что есть. Мы не будем сейчас... Потому что законы... Я думаю, что давайте так. Вот через год, вы сказали через год. Вот мы год назад собирались, пришли и приходим к тому же. В следующем году давайте сделаем по-другому. Сделаем через пару месяцев, мы встретимся, уже будем работать конкретно по как это все упростить. И чтобы вы чувствовали себя хорошо и защищенными, и, соответственно, уже и бюджет не страдал, никто вас не упрекал ничего. Ну давайте, чтобы был какой-то баланс. Хорошо? Мы все Можно еще последнее сказать. Вот многоуважаемый примар нам в прошлом году в январе обещал плитку заложить, даже еще крышу. Ни плитки, ни крышу. Поставить там 10 квадратных метров и все. Можно один вопрос? Вопрос можно? Потому что сегодняшний разговор не выглядел как простой диалог между вами и нами, да? Это чтобы не было пустым разговором. Не через пару месяцев, а желательно встретиться как можно раньше, быстрее. У вас закончатся зимние каникулы, так? Встречаемся и предоставьте, пожалуйста, пускай нам официальный орган ГНЭ, ОГГУЗИ, пускай всем присутствующим предоставит информацию, думаю, для всех интересно. Какой процент пополнения бюджета, сейчас возьмем Гагаузию, Молдову, составляет оплата от патентообладателей. Конкретно дайте нам по малым предприятиям, средним, крупным, и дать патентообладателям конкретную информацию, чтобы она была правдивой и честной, а не выдуманной кем-то. Вот, будьте добры, пожалуйста, дайте нам такую информацию. Я так думаю, что большинство пополнений является за счет именно патентообладателей. Патентообладателей. И это нужно. Все нужно. Потому что люди не платят.